Время новостей в студии Луиза Хатуева, и сегодня в эфире. Самый массовый ифтар в истории Чечни. Все, конечно, с большой ответственностью подошли к этому мероприятию, потому что это очень серьезное мероприятие. В Грозном состоялось народное разговение. Жители Шатоя, пострадавшие от оползней, получили ключи от новых домов. Рамзан Кадыров поздравил новоселов. Окружающий мир глазами художника. Чтобы стать художником, надо научиться видеть. Не научившись видеть, художник навряд ли создаст что-либо стоящее. В галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялась первая выставка картин Рустама Муцаева. Накануне на центральной площади возле мечети «Сердце Чечни» состоялся самый массовый ифтар в истории региона. Здесь собрались тысячи жителей со всех уголков республики. Приехали и гости из соседних регионов. Постящихся удивили не только разнообразным меню. Состоялся здесь большой праздничный вечер с участием известных исполнителей нашидов и звезд чеченской эстрады. К этому всеобщему празднику, который стал лишним поводом собраться вместе и укрепить дружеские связи между братьями по вере, готовиться начали еще неделю назад. Все приготовления проходили под личным контролем Рамзана Кадырова. Подробнее о настроении людей и атмосфере, которая царила на центральной площади, в следующем материале. На центральной площади люди начали собираться задолго до времени вечерней молитвы. С разных уголков Чечни жители приехали по приглашению главы региона Рамзана Кадырова. Столы к тому времени уже накрыты овощами, фруктами и напитками. Этим здесь в основном занимались волонтеры, члены общественной организации. Помощь оказывали и просто дети. Специально для удобства провели дополнительное освещение и воду. По периметру расставлены мусорные баки. На площади установили 3 импровизированные кухни, где с раннего утра трудились десятки лучших поваров. На массовый ифтар приехали десятки тысяч людей. Семьей дехкин шадеш почаудul эжму дордат далса юльцунар. Иштвеж дал халкан мутаволш халк хун мутадолш. Из халкан мутаволш. Озвез хвал далса вот гушцин. Вайн гуз вахвал. ما يفتح رمزان كدير صدق صوخ دينا وما مخنا شيء شو أصلش ختينا ساعش ما يبصوا بيجش نواجش نصلش ختين ويدوزوا شو يدير ريس خلطن. Женщины, дети, люди с ограниченными возможностями. В стороне от призыва не остался никто. Как признаются собравшиеся, это мероприятие не просто благотворительная акция. Это очередное доказательство сплоченности и единства народа. На разговение в Грозный приехали даже из соседних республик. По словам гостей, такого масштабного совместного ифтара они нигде не видели. Мы с супругой уже 2 недели в этом чудесном городе. И с каждым днем все сильнее и сильнее удивляемся. И очень удивлены вот сейчас. Мы нигде такого не видели. И говорят, Москва город чудес. Действительно, город чудес – это Грозный. И мы убедились. Спасибо большое. Первый раз вижу такое. Если честно, первый раз. Спасибо Рамзану Кадырову, что он так организовал. Пусть Аллах ему еще даст ему благословение, большое удачи в жизни ему, прекрасно за свой народ. Первый раз вижу такого президента. Спасибо ему очень большое. Не заставил себя долго ждать, и глава Чечни Рамзан Кадыров присоединился к народному разговению вместе с сыновьями. Здесь его уже ждали муфтии и богословы со всех республик Северокавказского федерального округа. После призыва муэдзина собравшиеся совершили коллективную молитву. Вечер нашидов открыли детская хоровая студия «Ихсан» и певица Арашана Алиева. Вокалисты исполнила нашид, в котором приветствуют и восхваляют священный месяц Рамадан.
Выйти на сцену уже через пару минут предстоит вокалисткам девичьей хоровой капеллы «Фирдаус». К масштабному мероприятию девочки готовились с особой ответственностью. Певицы выступали на различных сценах, однако, по их словам, волнуются девочки как перед первым выступлением. Сегодняшнее мероприятие отличается, потому что оно очень важное для всех мусульман Чеченской Республики. Нам предстоит выйти на сцену. Это, конечно, волнительно очень, потому что здесь очень много людей, но я надеюсь, мы справимся. Да? Мы собираемся исполнить нашид, и да, я думаю, всем понравится наше исполнение. А этот молодой человек приехал с республики Ингушетия. Он исполнил сегодня нашид под названием «Дружба ради Всевышнего». Парень признается, что давно мечтал выступить в Чечне, а участие в таком масштабном богоугодном деле для него особенно отрадно. دالصادوش إنشليل هم برات خ شنيز عم حدا هيقات وش بقدوش حمد بوسوب الحمد طريقة بلغات غلا مكر حاجي تواب شو سايش مسخن شخوش خلص إن شاء الله دال أندلي دالصادوش مرخي بدال بركة بالبسموش. Жемчужиной вечера стало выступление дочерей главы региона, которое, как всегда, не оставило равнодушным никого. Выступали перед собравшимися также мужская вокальная группа Или, Ризавди Исмаилов, Хеда Газиева, Макка Межиева. После завершения чтения нашидов перед верующими выступили богословы. Они рассказали о значимости этой ночи для всех мусульман. И хотя точная дата наступления ночи предопределения неизвестна, религиозные деятели предполагают, что эта ночь выпадает на последние 10 дней месяца Рамадан. Кроме того, они призвали собравшихся направиться в мечеть, где можно увидеть священные реликвии пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Эсмина Гацева, Розана Цамаева при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. На празднование народного ифтара в республику прибыли муфтии Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании и Ингушетии. После торжественной части Рамзан Кадыров пригласил гостей в дом. Здесь они вместе совершили религиозный обряд зикр, прося милости Всевышнего для братских народов. Я бы хотел поздравить всех братьев-чеченцев с благословенным месяцем Рамадан, месяц, в котором был ниспослан священный Коран, месяц, в котором есть ночь, которая лучше 1000 месяцев. То есть и эта ночь, иншаллах, надеемся, что эта ночь сегодня. И мы благодарны уважаемому нашему брату Рамзану Ахмадовичу, который пригласил нас сегодня. Он щедр. Аллах любит щедрых и дает щедрым, дает еще больше щедрости. Пусть Всевышний Аллах вознаградит каждого из нас, пусть примет все наши молитвы, которые мы произнесем сегодня, эту благословенную ночь, этот благословенный месяц. Гости также отметили, что для них очень приятно вновь оказаться в братской республике и что они очень рады видеть, как стремительно развивается регион и тем более стать участниками столь важных для умы событий. Тот баракат, который дает Всевышний Аллах, пусть он укрепляется и делает всех народами братскими. Те народы братские, которые есть на Кавказе, чтобы эта любовь укреплялась, дружба увеличивалась, чтобы мы росли мощно ради милости Всевышнего Аллаха и ради нас всех остальных. أستدي هي تأوه لا يبيس ليلة القدر بيسي عن دو خادلوش عالمنا خصوصا بها مثل جولش بوه از بيسي هن تركليا اشتدي هن مرخ دوست دولش اشتبيا قولن بير الحمد لله دوخنا بارك بين بوس شو أنا تكون بعدير مسك أخين أوز مهر ياسر مسكو أوز وعشي دي هن إربيزم ياسر تهن بوسمنا ليرهم بيبيج بوسمنا غلب بيج بوا خز بوه بير دين بوه بير
صدق تون ذاكر طبعا وي بوصل دين وصلت هذا أستا وي غلغي نوشي دوقة قبول شهر قرقة وي ويل أصبح عندوش دوقة غلغي بوستان حبيكة. День, когда все мусульмане устремляются в мечети. Каждую пятницу верующие собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Все мирские дела принято начинать только после совершения праздничной молитвы. Коллективный намаз – это еще и возможность встретиться с братьями по вере, укрепить родственные и дружеские связи. Совершил русбан намаза и Рамзан Кадыров. В окружении своих соратников и известных алимов глава республики прибыл в мечеть имени Хамзата, дяди пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Богослов Бай-Али Тевси в своей проповеди рассказал верующим о значимости ночи Лейлатуль Кадр. Kur'an oğuş yençu'a yuassin oluştulu Leylatul Qadri betneşla vayda gardiçe ezer bahtallalla ishabüse guli ayu'un oli iza bir galdoq dal vay peygamberna sallallahu aleyhi ve sellem elçen ummetna. Sundere alamna sun humi andina elçe İlayt qadar büyüsen Kur'an dasdır boğçun mi'an hudu elçe dala lawhul mahfuzire sema'ud dünya oltuna harwen guş yolşul dünyen stigal çu'a baytul izzi wazalli silalli del tsadu ella tsadu boğ dal oçu wa'du asdaytarun Kur'an boğ mi'an du ellatun Sud i'at ay qashara ajabra el malik wa peygamberna ayet dah suret dahşe ay qashara sud iha dal jabra el maliki وي بيامر اقي حترون إزال هرسن بولش هور مرحبا تاعه يغدا دوغي جبرا المليكو اتشرچوح ات اي خاشرچوح شا وح خيدولش دول قرآن هور مرحبا تعدا دوغشه يوح بيامر شين حدويش ترون الله قرآن جبرا الملك شين حلقه دولشه هو ليت احا ترلور دوچ بارمع اتكي بردوق مليكي اسكرش وعدو يسعون جبرا الملك وعد يسي حاجت إنت شيء بيرق دعيوغي هنز لهت أول دولور دوي سلام هي حتى مطلع الفجر ديلير سلام مارشال دوشق بوغشه بوصلش ناغي قانش دوغشه جبرا الملك شيء ملكي اسكرش دولشه دولو ألاق لهت أول سنديره سلام بوغش درجة ملك شكر دولش دول سلام دو إز ألا ويغلوش ملك شيء سلام دلة تدلة خو أردويت يعبوسه بستجن ألش خو أردو ألق عالمنا خال بيرجلو هو ألش تبيسن شوح حديل دقة وأن حدقن ديل دقة وأنا حبرجخ ديل ويزر مرزوان ثاني وعبولش بلو بعرفيت أدم بعون ألق. Здесь же напомнили о том, что сегодняшней ночью сотни тысяч мусульман будут до рассвета молиться и просить Всевышнего о милости и прощении грехов. По завершении проповеди имама прозвучала икама, призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили джума намаз. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего, обрядами тасбиха и вирд. Большой праздник был и в селении Гушкорт. Здесь жители Шатойского района, пострадавшие из-за оползней, отмечают новоселье. Для них за короткое время построили новые дома, которые отвечают всем требованиям современности. Более того, возведены они на безопасной территории. Теперь им не придется больше переживать за их сохранность. Здесь же состоялась официальная церемония открытия новых домов. Поздравить новоселов прибыл и Рамзан Кадыров. Новый поселок раскинулся в одном из самых красивых уголков Шатойского района, на возвышенности, откуда открывается прекрасный вид на величественные горы. Чтобы построить его, строители трудились днем и ночью, не покладая рук. Меньше чем через 3 недели с начала работ 30 домов уже готовы принять новых хозяев. Магомед Амин Кадаев с гордостью показывает свой новый дом. Заселился накануне со своей большой семьей. Просторный зал, 2 спальни, ванная комната и уютная кухня. Общая площадь 120 квадратов. Есть все условия. Не забыли даже обставить мебелью и бытовой техникой. Даже приборы учета коммунальных услуг поставили. مسو شاي بركل آلوش اشتحلدق مسرقة يومار دوستشتينا مير سمقادوش حتشو باكي دعبخي تترويو ديل غيتم الله دال يتيب غيتم بر دال خاصتم.
Беда, обрушившаяся на Гушкорт в начале июня, потрясла местных жителей, в одночасье лишив крыши над головой. 10 домов были разрушены, еще 17 находились в зоне риска. На улице оказались порядка 150 человек. Глава республики не стал ждать помощи с федерального центра и, как всегда, принял нелегкое, но нужное решение – построить для пострадавших новое жилье, причем за рекордно короткие сроки, до окончания месяца Рамадан. Такой дечик надарду. Ердох комуду. Ок эзди гölç хана. Ок эрхиz гölç хана. Ок кулç ок балуş benim. Değer kuz ahıyor kügmel çok çarına khili. Değer şeyde. İnziri doch komdu zu deldik. Des anta nans yuan dadol soğuk tuqir. Televizor şu Ramzan ve paça. Derece sayıdan so mar dostu çıkıl biz elde badı disiç. Ol xigdo elde masahiyeter marx mobil şinkera. İşte ol xigdo el. Uns mar da sonsa qadidi tehado ve magura çaqad elde. Yurtlar bu na bu. Vallahi billahi tallahi bu bezdu bu istagani. Şaş bildiğiniz da bollatıyor Ramzan'ın yandı. Barkal boşun. Sunyon duy, şazlamaz din çol diyatım deş duy, duan yok elo çet ya barkal badiyş mı Рамзан. Поселок небольшой, всего лишь 2 улицы, 30 домовладений, однако занимает приличную территорию, порядка 12 гектаров. Построили на чистом поле, где не было даже ни малейшего намека на цивилизацию. Учитывая объем предстоящей работы, во главе оперативного штаба Рамзан Кадыров поставил сразу 2 человек – Исутум Хаджиева и Магомеда Даудова. Guşkort oluşuyor, o yurt diyor ona. Doktorniş dilgan metktek yer, metktekers diyor ona. İt polnustu diyor ona. Doğru yer, katsa treşinç dilgan. Apasın zone adu kamisi ve paço Ramzan Ahmad siyayeten o kamisi diyor ona. Teç abin çok ya. Her golluk margi batta. O Guşkort yurt baş dağıt beli hiç ve dalda ve döhde paç sarah yol fon kuyu geldi ayol ve mehnan aman istiyorna şey umrite hoqa şey khusma şey waqaya sina sarah boy kertel şeyhil kertel doktsuna arbal bolna gana dal muqlaha ve paç ho şey nen aman istiyorna khasani بيستخدم إنه خسقيت هذه الدواء سناعا ما عندش داس لي الشيء خصمي شو بيزور بوه الله إذا يقدر واتين شو المغا أرديونا ويا ديل بوربانز ويا باتشا وينز ناقوستي شو وينز ديونا هوك زيت بريت دينا ها أي إيت سدوش رمزان أحمدش أبروتشينيز ديونا أي إيت سدو أديرا فايتس ديونا دورنا وقع حرا والمقا راح بلقى الياقيتن شير آري لا رسم عقيد يا ولا قرقاير ونيا إيش شير من كليو خدمة كرا هقال مسنا ديونا برسوتي داقوش ديونا مسنا 120 كوادرات 50 كوادرات نفس 20 دينا 20 ديون غاز سويت خي شوح ميبل وقا شوح عير بول ديونا إيمن تينوش تقيل إتسميا يوق خلر بحني تسميا قيادة أول قيدو رمزان ما تشوف دحلة تشوح عش ديونا إيش ديون إيش يتسميا تغنى شيوش ووش كيدو هناخا وحلو إيش أديونا بوخ دعوة تنشول ديونا دك كلش والله ديونا رمزان ما تشوف غير نخبر ديستريكنا ديك نخبر شينا ديك ديش ديونا تن ما خاد وحوش ديونا شو ديك نخبر ديونا صار مسألة دا إن ديون هو دين ديل ريز خليل ديونا أمانون ديونا كنا هردويت شو ديل ريز خليل وبتش رمزان حجينا ديل ريز خليل همسوا بيت شيء شابه عندوش ونقش يشيش وداخل قلنا دوح ليل بتش أحمد حجين بوش سولت يا ديونا رمزان أحمدش تان بيتني دوان روز بندي حق الحال اللي رزبان بيناه إشتحى أمريته هر يرتوار خليال يوق يرتوار وحلني عريرش كداش ديونا قباش يقيا شو خلاته حقا نجدك خلديز على رمزان ماتش بروتين يل شو ديع ديونا كير باي خاني عتر
يسنق ديون كيرنا ديونا إيش إماجدك ديونا صعبة عبادة شو دعوة توش ديونا هكذا يرتقى يرتق ولك يدق سنة صعبة عبادة ورا في ديون بيرش زدري دقي ده إيش ديون إماجدك ديون دعوة تتل نمزع ما تشة سونا ولا ديونا ونيقع كهيبول إيسانا حق بخبل ناقش وانا مثلا قانا تكون مثلا حون درس خليل ومارخي بطها تقول جملة تنا ديونا عن ديك بابيش ديون سوق عدا لا تكون حون درس لا تكون درس خليل عن دال شيء دول دال سادول دال طبعا الدنيا نع إدودو إيم دينا ديونا فايدين خليل خلو هنا خليل دال دير ويل اخذ عقل غنول وي باتش عمد عجينا خليل دال وين دقيا ويل وي نان امانو ناخلي درس خليل. Строительство поселка велось за счет фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, который обеспечил крышей над головой тысячи семей в регионе. Глава республики поздравил новоселов и поблагодарил своих соратников за проделанную работу. تجلو يشوسم لاتر ولا دون لاديال شو ديا كده هم شيء خدوا لو دون ده دون تاعنا هو قبل ناخه هو شو تاع يخش متى دون خز كده اسفل بوش دون جاز سويت مصو اويوش لاتر بالله تنو دك ديو كوي دال خاصن بوكوي دون ايش دون حد عنيستل ويدونا حقيقة كشتش عبيش دهاره إذ دونا قدامي داديولا وعلى بين تكش دوش بيوع بحش لجالك إذا وابانش لات بلاد كشتوخ أول تراكتور خواكش بلاد كشتوخ ورد عبوش متكلو بوش وجدك أول ما سويت كسر دكير دون سويت كي عيلا ديك درول خوي دون أول نشل وابع كناهم وجاس سلوش دون هوكا ريون عيدلو وجدتل متك بالقليا كنا الشيء دول شاري الله ولي دون بوس مشوار كيت عدون يرتشوش مت عدون شيء ماجدك دوش خز بالن أسود بوش فنح دونه شنقي ما قدر بدر بول دونه إذا إنزل يدير بوحو دار الشيء بره ما يقدر يقولون يوت دونه ناخد ديها درس دونه فناخن وبوخ الشيء وبوخ خلش بيتسلويه مش بيتس بويت هناخ أربو كيش يوتي دونه شيء بيان خارسينا سيد سوداكنا هو غير جوهينا إتون صورت داخنا ديري بيامر أولاش يوش سونات إنه دهارا سوني عندك العارة وجه العارة دون هذون حلوش أحسن جنب الجيت دون دخل داتري خزاهيش مثلا ديده هم مثلا أوش لولت يحضونه بوه قلب على نعتك يسرهم الله ويدون دائما يلش وقلوش دائما نلور هون وبوخ على دوري مثلا ثاني دون سينا داك خلي مخ خلي بالخي بوي يشو يرزل شنو دون كيرت المصون تقدر تشوت دويرش عين نوختي دوي او دي هذا دون سان عندك بوخ الحمد لله ارج داك دون دا هون ديك بابا تامبو احسن هون دسون هون داس باش هون خير سخيل تامبو دون دا شي ديل دين دون اخستن برتس دون حصوقش أو يشتو لا مولا دون وي موك ضربة ديزي خاشتوي اتهان دونا وي دينك دوكم دا ساعة دلاه دونا بوا قلب عشان دوكم مادو اتو بوشون دوت إنه داكتي دا يأكل دا كنا دي دروين دون لا داك ديش درس وي خير دون اتو بوشون تابولا ووشتو دون عاش ووشون إذا بتسلو دون سدير دونا لا مولا دونا سبق الله بقدو شوقع عليك ويدنا عيالشان نجوت عيالشان مسنا بركة ودير يسخل على لا دار دونا شيء يعيد ويل يو خان مرخ مصو أو وجين حقيقي يستري ماتيريالز يرك خان سبيشاليست دونا نيفيريات نيوم دودلور داتس check their داتس وشتوف لهم دال عشان تبغى بيتشاني هيا دونا طبعا أبعد هالشوش كيرنا ماجيك دربول دونا is دوق علامة دوق دون دارسي وصل يوه يتنقل يفعل إذن دون سبعة بعد شو وش شو عشان سويت وش
وصو أسلوبي وش كلمة ديزر ماجيك دوانا وقع دول جارة دوانا إيش دوش ماجيك إلنا خوي دار ماجيك دوش شوك دوانا بوق دير بوق دار شيء بلخ ما هيك دوير بيدان ودير رئيس الموسو وقع ديبوتات أسود من راح يقدر ستريت للسن دوانا ساعات سبي على دوانا داخ شوت دوانا دقو جناحنا نسحب بعض باخر بعضش يوزاي إذنا predsjedatelj parlamenta šotne palatki vel ho vicepremier deputat hokka bysna show shuta dokko hoshal aina shugadon dakins hoshya shuto bo san kada hoga da mola sho lardi do hokka hokka ji hausa hosh do dona da hat inos do dona nie sta jo problem son da van ministerstvo daften da don also minister obak barkal der is la ho dona bin bol boache soms uitra je boach keet hebben bies gedaan balur boot wat zo jo abjan weer دا مولا دوانا نية سميل دينم دار شادوان ديك ديشدو إيش ديك دوانا حواقر وجهاتهم عديل دا تقابل شو خاصون دا برد صعبش يسدار دوم دا بيرتي بالخصوص مسيري. За заслуги и трудовое отличие в строительстве нового поселка глава республики отметил благодарственными письмами 7 человек, а руководителям оперативного штаба Магомеду Даудову и Исуту Мхаджиеву Рамзан Кадыров присвоил почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики». Почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики» Даудову Магомеду Фаджамедовичу, помощник главы Чеченской Республики. Присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики» Дугаджиеву Исяеву Бакаровичу, председателю Счетной палаты Чеченской Республики. Это уже 4-й объект, что открылся в районе с начала этого года. Жители Высокогорного района безмерно рады такому вниманию главы республики. قبل لعبولة عن نسلبو ديلا شو أستاذ رئيس غيلان خنيقش تادي مصم أعطون أتبنا خاوش كرت بالشناغ أدري شو ده شجية يغشلو حتى خلاح خونس خان دير رئيس حونا خيلة أعل دين حبر أغمو عن بارنا خيلة كنت حن مهل شناغ واستشنا خيلة دال دنيا نق يومتين ديغل دير شو دال دنيا نق يومتين. Маленькая девочка по имени Лизина, узнав о том, что глава республики распорядился построить новый поселок, на порывах радости сочинила даже стихотворение, которое сегодня и прочитала. Стахановские темпы никак не повлияли на качество, уверяют строители, но глава республики все же решил убедиться в этом воочию. Прошелся по улицам, пообщался с новоселами и зашел в гости к одной из семей. По многочисленным просьбам местных жителей, 2 улицы поселка названы именем Ахмата Хаджи Кадырова и Аймани Несиевны. Таким образом, благодарные новоселы хоть как-то хотели отплатить за этот поистине щедрый подарок Рамзана Кадырова. Для местных ребятишек сегодня был двойной праздник. Детям раздали велосипеды и мягкие игрушки. Радости не было предела. Помимо домов, в поселке за рекордный срок возвели и новую мечеть на 150 человек, в которой сегодня вместе с жителями Рамзан Кадыров совершил послеобеденный намаз. Магомед Салтумрадов, Магомед Сулейманов, Хаважи Ахмадов и Ибрагим Налаев. Новости.
На неделе в Турции произошел чудовищный по своей жестокости теракт. 3 смертника подорвали себя в международном терминале Стамбульского аэропорта. Более 40 человек погибли, десятки людей получили ранения. Как выяснилось, одним из организаторов жестокого теракта был выходец из Чеченской Республики. Подробности у Луизы Андеевой. Вечером 28 июня в стамбульском аэропорту Ататюрк произошел теракт. Несколько вооруженных террористов пробрались в терминал, устроили перестрелку и привели в действие взрывные устройства. Погиб 41 человек, пострадало около 240. И хотя ИГИЛ не взяла на себя ответственность за данный теракт, турецкие власти считают, что именно эта запрещенная во многих странах организация спланировала взрывы. В организации теракта в том числе подозревают и Ахмеда Читаева, уроженца нашей республики. Ахмед Читаев уехал из Чечни еще 12 лет назад, скрываясь от российских правоохранительных органов. Затем в Австрии он получил статус беженца и уже в Турции позже появился в качестве одного из лидеров банд подполья. По некоторым данным, Читаев готовил теракты не только в Европе, но и в России. Ахмед получил свое прозвище «Однорукий» еще в 2003 году. Тогда, воюя с федералами, он потерял руку. Он, значит, находится у нас в розыске с 01.08.2008 года по статьям 205 прим. 1, часть 1 и 208 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, еще 04.04.2015 года в отношении него еще было возбуждено одно уголовное дело следственным отделом ФСБ России по Чеченской Республике. Меры пресечения заключения под стражу. В статусе европейского беженца Читаев начал свою деятельность представителя так называемого Кавказского Эмирата. Ездил по странам зарубежья и вербовал молодежь в ряды незаконных бандформирований. Его не раз задерживали за незаконное хранение оружия. Появлялся он и в Грузии, и в странах Европы. Россия не раз требовала его выдачи. В Украине его уже было арестовали, однако власти Украины посчитали арест Читаева незаконным и освободили его. Мать Ахмеда Читаева рассказывает, что сына она не видела уже очень давно. Никакой связи с ним у нее нет, и она ведать не ведает о преступной деятельности сына. Первое время, конечно, общались, звонил он, а уже лет 7-8, по-моему, как мы не звоним. Долгое время не звонил давно. Россия не раз предупреждала страны Европы о том, что Читаев, возможно, готовит теракты в крупных городах. Последний раз в январе 2016-го Ахмед Читаев появился на видеосъемке в Сирии, где рассказывал о возможных взрывах. Национальный антитеррористический комитет требовал его выдачи. Однако, как мы видим, произошло то, что произошло. Луиза Андеева, Зелим Закаев. Новости. Затраты россиян на оплату коммунальных услуг возрастут. По всей стране увеличены тарифы ЖКХ. Речь идет о росте цен на все виды услуг. С чем это связано и насколько ударит повышение цен по семейному бюджету, в материале нашего корреспондента. С 1 июля за все виды услуг жилищно-коммунального хозяйства жители Чеченской Республики станут платить больше. Увеличились тарифы на газ, электроэнергию, тепло и воду. Такие изменения произошли из-за плановой инфляции. Таким образом, холодная вода теперь стоит 22 рубля 30 копеек. Решение о повышении цен в нашей республике принимает комитет правительства Чеченской Республики по ценам и тарифам. Значит, да, с 1 января нам пришли документы, и с 1 июля повышаются цены на водоснабжение, водоотведение, горячее и холодное водоснабжение. Значит, в целом тарифы выросли у нас, выходят в итоге на 12%, в том числе нормы потребления для тех, у кого нет счетчиков, выросли на 7%, сами цены выросли на 5%. По сравнению с первым полугодием цены на электроэнергию для населения увеличились лишь на 3,3%, а для иных потребителей на 15%. Так, например, для сельского населения стоимость 1 киловатта в часе в первом полугодии составляла 1 рубль 66 копеек. Во втором полугодии эта сумма выросла до 1 рубля 72 копеек. Жители города до сих пор платили 2 рубля 37 копеек. Теперь стоимость электроэнергии будет составлять 2 рубля 46 копеек. Рост тарифов по сравнению с инфляцией на несколько процентов ниже по сравнению с ожидаемой инфляцией по 2016 году. Поэтому тариф для категории населения будет незначительный и незаметный, так сказать. Ожидается рост тарифов по категориям потребителей, прочих потребителей и коммерческой организации.
С сегодняшнего дня стоимость 1 кубометра газа увеличилась на 2%. Однако, как заверили в «Газпром Межрегионгазе», несмотря на все изменения, в нашем регионе цены сравнительно ниже. На основании решения Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики с 1 июля 2016 года розничная цена на природный газ, реализуемый населению республики, устанавливается в размере 3325 рублей 20 копеек, что на 2% выше прежней цены. Необходимо отметить, что цена на газ, установленная в Чеченской Республике, самая низкая по сравнению с соседними республиками Северного Кавказа. На оплату услуг ЖКХ жители республики могут получить субсидии, если сумма ежемесячной оплаты превышает 22% от общего дохода семьи. Также, если доход ниже прожиточного минимума, максимально допустимая доля расхода снижается. Подать документы на субсидии можно в любом районе, в филиалах Республиканского центра субсидий и в МФЦ. Делятся люди на категории трудоспособные, дети, пенсионеры. И у каждого есть свой прожиточный минимум. У пенсионеров свой, у детей свой и у пенсионеров. Поэтому каждый индивидуально рассматривается должен дело. В структуру платежного документа, помимо коммунальных услуг, которые регулируются государством, входят также жилищные услуги. Например, содержание и ремонт жилого помещения, плата за капремонт домофон, стоимость которых не регулируется государством. Она определяется самими собственниками жилых помещений при выборе способа управления многоквартирным домом и фиксируется в договор. Сайт Ахмадов, Тинатин Музашвили. Новости. Окружающий мир глазами художника. В галерее имени Ахмата Хаджикадырова состоялась первая выставка картин Рустама Муцаева. В работах молодого мастера кисти преобладают кавказские пейзажи. Всего же на суд зрителя представлено около 100 картин. Экспозицию оценила и Тинатин Музашвили. Это первая персональная выставка молодого художника Рустама Муцаева. У каждой работы своя история. Картины наполнены щедростью и красотой природы. Одна из них особенная – полнолуние зимой. Удивительное сочетание холодных оттенков погружает зрителя в реалистичный зимний пейзаж. Кажется, что перед глазами застыло мгновение. Рустам Муцаев в основном рисует пейзажи, стиль письма, реализм. Художник передает окружающую действительность максимально точно. В его работах преобладают кавказские мотивы. Почему я именно назвал эту выставку «Мир глазами художника»? Чтобы стать художником, надо научиться видеть. Не научившись видеть, художник навряд ли создаст что-либо стоящее. А что является для художника самым главным, это богатство души. А если художник не богат душой, то он навряд ли создаст что-либо стоящее, какое-то произведение искусства. На всем творческом пути художника поддерживала мать. Патимат вспоминает, как нелегко было в военное время ездить с сыном на уроки рисования. Начались военные действия. Мы учителя, без зарплаты были. И обучая детей на дому, немножко подкрадывала копеечки. И вот пришлось мне возить его по училищам. Все говорили, чем он занимается, что вы таскаете с этими сумками. Да вы с него не сделаете человека работящего. И так изо дня в день ждала этого дня, и мечта моя осуществилась. Поздравить Рустама Муцаева с первой выставкой такого масштаба пришел его первый учитель Адам Илясов. Именно он когда-то приобщил юношу к изобразительному искусству. Можно сказать, что у него работы, как поэзия, так как сам он музыкант, пишет стихи, в его работах тоже это чувствуется, как лирика, можно сказать, его работы. Есть такие произведения, где нам очень хочется даже побывать там. Такие реалистичные и очень красивые работы. Он действительно молодой, но очень тонко, очень чувственно подходит к каждому произведению живописи. И в основном он работает в доминирующем своем большинстве – это пейзаж. Но тем не менее, огромный труд, с которым он действительно трудится, и окружающая среда, как говорит американский исследователь Арнольд Тойнби, понимает его труд. И именно его творческое вдохновение, оно дает силы для создания того или иного живописного полотна в особое время. Рустам Муцаев не только мастер кисти, но и талантливый музыкант. Играет на электрогитаре. Музыка помогает ему искать вдохновение, чтобы изображать на полотнах окружающий мир глазами художника.
Зинатин Музашвили, Мансур Саев, Дани Хавхаров. Новости. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами.